пара дождей, и вместе с ветром они к нам спешат. А потом не за горами метель закружит вот такие дела. Что-то странное творится вокруг, лица в масках появляются вдруг. Нас все меньше радует свет, кто-то боится заболеть, а кто-то нет. Да, привет, Андрей. О целях я уже говорил там, ну, так поддерживать связь, да, вот вокруг движения шамана просто, и там, Да, все верно. вот, ну, первое, как бы, как всегда, я буду спрашивать, естественно, как здоровье, как дела, ну, на сегодняшний день вообще, вот, Да, здоровье там как бы можно что опустить. настроение как. Да, Ну, обыкновенное настроение. если не секрет, ты вообще сейчас Я на Урале сейчас. на Урале, то есть ты не дома, да, ты пока в поездках? У меня пока нет возможности туда добраться. Ну, Ага. то есть, об этом всем знать не нужно. Ага, ну понятно, все, тогда пропускаем. Я делаю. Ну, во-первых, еще хочу сказать, что тебе привет передавали. Я с утра еще пообщался с активистами, вот кто с открытого микрофона, Юджиш там, вот свободные люди, как бы, вот несколько человек я сказал, что будем сегодня беседовать. Тебе сказали, что с тобой все вместе морально шли, как бы следили за твоим походом. Вот. И Юджиш спросил говорит, спросил у Волка про опыт похода, то есть все ли было ожидаемо или вот получил какой-то ты опыт, то есть ты не только шел, У чтобы меня что-то было, что показать. ожидать. Немного звук пропадает, Усталость. связь, слова. Меня нормально Я слышно? говорю, по обычной набери, По нет, обычному? ты тоже пропадаешь. Давай, да, давай по обычному телефону попробую. Проблем. Ага. Интернетом. Ну, то есть все предсказуемо. Ну то есть вот. Возникает только я начинаю двигаться, я как бы, то есть контроль никто не отменял. Ага. Понятно. Ну, у меня был такой вопрос по поводу наших органов, служб, и поэтому Ну, они как бы, ты на него уже ответил, меня короче. особо не тревожат. Ну, вот если я сажусь, допустим, в поезд, да, то есть я на 100% уверен, что ко мне обязательно подойдут, именно ко мне, и там какая-нибудь проверка документов или еще что-то. Причем я сейчас по всем базам, да, вот там, то есть внутренняя есть, это база ОПГ РЖДшная, там то, что внутреннее, для внутреннего пользования там, проводников. Да, да. Там, это автоматически нарушение правил проезда. То есть, только я сел, все. Понятно. Ну, то есть, короче, мешают. Палки в колеса, короче, понятно. А так особо нет, ну, просто это неприятно, когда ты, Ну да. ну сам понимаешь. Ну а так во время похода каких-то внутренних, каких-то да, там переживаний для себя, каких-то опыт, именно какой-то опыт, это же не у каждого опыт такой есть ходьбы по трассе. Что-то приобрелось, какие-то мысли, может быть, появлялись, может быть, про людей, может быть, в ком-то разочаровался или наоборот стал радоваться. Вот это один из вопросов, как бы. Двойственный. То есть я говорю, чем дольше людей, я же сам по себе просто, ну, одиночка и довольно часто ищу уединение в социуме. Меня, я говорю, каким бы там это общество не было, потом просветленным, я все равно буду искать уединение, то есть потому что человек только в уединении некоторые вещи может понять и там. Социум сбивает все равно, а так да, просто когда видишь апатию, то есть ты идешь, да, большинство, и там 2-3 человека апатийных, да, таких, либо ни рыба, ни мясо попадаются, да, по трассе начиная, ну, куда идешь, зачем идешь, там, рассказывал, естественно, что вот в прошлом году
шел такой человек, шел за народовластием. То есть эти 2-3 раза скользь, как бы настроение-то естественно падает. Раз и встречаешь человека, который, знаешь, заинтересовывается, который, и ты думаешь, что все не зря. А, И вот благодаря таким людям ты идешь дальше. ага. А если бы присоединились... Все равно этот, как бы, опыт-то накапливается вот этих, ну, то есть процентное соотношение. И как бы возникало желание, то есть, ну, типа, это никому не нужно. И вот сейчас, да, я вот здесь какие дела закончили, и я все-таки уединюсь хотя бы, ну, на месяц в тайге. Мгм. То есть мне необходимо и в своих мыслях разобраться, да, и чисто вот почиститься, опять же. Мгм. Просто у меня были такие мысли, что если бы, например, к тебе 2-3 человека присоединилось бы и больше поддержки от людей было бы там той же материальной, да, какой-то, то, может быть, ты и не закончил бы поход, может быть, ты бы продолжал его, или это вряд ли? Нет, я тебя сразу сейчас перебиваю, потому что дело даже материальной поддержки было очень достаточно. По поводу денег, где-то даже 40% из тех денег, да, вот из помощи народной, то есть я потратил, так скажем, я помог более нуждающимся людям, понимаешь? Мгм. Либо там под роликами ставилась прям карта, которым людям нужна помощь, то есть без указания там помощь волку, да, к примеру. То есть это вот всем тем, да, и вот сразу вот троллям, хейтерам, вот это как бы я хотел, чтобы попало там по поводу денег, то есть, ну, кого это интересует, это как обычно у нас же, так, пословицы, они из песни слов не выкинешь, у кого что болит, тот о том и говорит, да, проще говоря. То Мгм. есть, ну, по поводу наживы очень узкий круг людей знает, и люди до сих пор пытаются там чем-то помочь, но я довольно аскетичный человек. И я беру только то, что мне действительно необходимо. То есть напрасных трат. И по этому поводу мы с Виктором Алексеевичем сразу переговорили. Он просто мне сказал: в общем, ты идешь, если я почувствую, что что-то не так, я просто умою руки и все. И мне этого было достаточно. И как бы Мгм. у нас на стиле вообще много не разговаривают, у нас делают. Потому что будешь пока говорить, ты замерзнешь, либо кишки простудишь. Часто рот не открывают. Если говорят, то говорят, и знают цену слова. Вот Мгм. и все, в принципе. Мгм. Это вот хейтерам и троллям, и вот кто там донаты считает, и я им, как бы, они нужны и мне, ты понимаешь, тем не менее, да, у меня иногда, естественно, мне же ничто людское не чуждо. Мгм. Если даже девает меня, я начинаю агрессировать. Я такой же человек, как все. У меня есть эмоции, переживания. Мгм. Но, тем не менее, я люблю троллить троллей. Они дают энергию. То есть я-то, в основном я троллям отвечаю на их же языке, да, используя их же лексику ненормативную. То есть, Ну, ну, она же скудная, как правило, это однополая любовь, либо близкие половые там отношения с родственниками. Ну, и, ну а да. они-то начинают эмоционировать, они начинают проявлять эмоции. А я-то это, ну, ровным, холодным тоном, ты что, понимаешь? Они начинают выделять энергию, колоссальную причем. А энергия нам нужна. Мгм. Ну ладно, Кстати, энергия это тоже энергия. ну И да. что они будут болезны, да, вот все эти счетоводы, любители делать? Им же нужно как-то осмысливать свое бессмысленное существование. То есть вот смысл жизни, да, кого-то обгадить. Ну, то есть Ну, понятно, такие своеобразные уроки тоже им даешь, короче. они, Ну, ну, бог с пускай ними. люди, каждая тварь на земле, понимаешь, ну, нужна. И значит, если они существуют, значит и они есть. А попросту говоря, ну это интернет такое пространство, да, с его появлением. Люди где-то не состоявшиеся, да. А здесь такое поле, понимаешь, можно оскорбить человека, тебе ни за это ничего не будет. Мгм. Ну, И я всё, поэтому и предпочитаю свободно видеосвязь, пользуются, как бы. причем. Да, я поэтому всегда говорю, что в чатах и в комментариях там, ну, ты не видишь, кто это там пишет, а когда видеоролики вот снимаешь, это уже другой уровень общения как бы идет.
там все-таки уже человек лицо свое показывает, и уже другая степень даже Ну, тем не доверия. менее, все равно есть, как бы, я говорю, существует вот эта вот вседозволенность, безнаказанность. Люди, главное, вот, беда наша беда человеков, там, людей, они обесценили слова, обесценили поступки. Вот, Мгм. это беда. Такие вот слова напрасные, там, где-то мы обижаем, там, близких, не близких, вообще людей друг друга. Пытаемся чем-то принизить, там, оскорбить. Мгм. Это беда. Ну, Разрушение одного человека, не другого. Я пока шел, меня хотели там переводить к родноверам и еще куда-то. И мне ни одно политическое движение и религиозное, это та же кабала, это та же система. мгм. Все. К шаману я пришел, услышал слово народовластие. Народовластие не подразумевает ни какой-то партийности, власти, либо религиозной там вот, уклон. Народовластие это народовластие. Ну, люди, как бы я говорю, что это мое людское. И по поводу, вот ты говорил, если бы присоединились, люди ко мне приходили, люди, понимаешь? Но я им указывал, мягко скажем, на дверь. Не те люди, не за тем идут, что в принципе первый поход, вот прошлогодний поход, изгубило. Темного во мне самому достаточно, а мне нужны светлые люди. Мгм. Светлые люди, лучше меня. Зачем мне? Мне даже такие же, как я, не нужны. Мгм. Темного мне своего хватает. А где-то преследуя свои какие-то корыстные цели, там, или еще какие-то, там, протащить что-то, какую-то Не, мне, второстепенную идею, для чего? я часто слышу мнение, то, что русским людям организоваться не получится, то есть по народовластию что-то сделать, а им нужен именно какой-то царь, то есть какая-то светлая личность. Это монархия, да, вот мне Юджиш сегодня рассказывал. Этот вариант ты вообще не приемлешь или как? Или тоже, если человек... А вот смотри, у нас даже с Виктором Алексеевичем прям знакомый царь есть, нам было там, потом будет интересно, там, ты позвонишь. Ага. Ну, как бы человек, там имеет свои... Не хочу сейчас об этом говорить. Не, ну царей-то много, а если Знаешь, вот именно... монархия, она же была. А как делать селебрити? Что делать, вернее, с ними потом? Понимаешь, придет, да, достойный человек, вот монарх, да? Потом у него появятся наследники, да, на престол. А будут ли они соответствовать там заслугам, завоеваниям отца? Не, ну по наследству я вот тут не то есть, ну я Ну, согласен, это что по монархия. наследству нельзя, это как бы, конечно. Вот я тебе и говорю, селебрити, то есть там мало было, что ли, примеров? Ну Вот да, Павел, знакомые, родственники, Алексей, наследники, все там. это, конечно, мешает. То есть тут нужны жесткие правила, конечно, чтобы такого избежать. Ну ладно, бог с ним, давай переключимся немного, а то время уже как бы болтаем. Вот по поводу... У меня вопрос просто еще тут парочка есть. С кем ты связь поддерживаешь? Я вот знаю с Виктором Алексеевичем, понятно, с Айхалом, ну, с шаманом, вот с эльфом, ой, с ангелом, да, ты переписывался. И с кем-то еще, может быть, из отряда поддерживаешь Ну, Айхал связь? сейчас пока куда-то пропал. Эльф и кот. Эльф. С котом, да, встречался, я видел ролик, да. Точно. Да, у Алексея там где-то там в чем-то поспособствовал ему там с работы. То есть через людей, неравнодушных людей их огромное количество, я говорю. И опять же говорю, вот, о будущем году мысли о продолжении движения я не оставляю. Ну, там как выйдет как выйдет. Мгм. Причем не я один. А опять же для тех, кто поглазеет, шоу, реалити-шоу, всех вот этих ютубов, да, люди поглазеть садятся шоу. А там жизнь человеческая, людские жизни, судьбы. Когда там начали говорить об Александре, да он там сдулся, и там, ребята, вы представляете, что такое, принудительное лечение? Это люди, которые ни разу не были там задержаны где-то.
они находились там в каком-нибудь КПЗ, СИЗО, тем более дурки. Дурка это намного хуже. Это принудительное, там тебе колят аминозин, галоперидол, там я не знаю, чем они сейчас. У них множество методов. Свои эти козлы, так скажем, такие же, как в тюрьме есть, которые за долю малую, там, за покурить или еще за какие-то послабления режима, содействуют, то есть санитарам, то есть это внутреннему этому режиму, системе. Мгм. Очень страшно, ребята. И вот этот турпоход, а я его называю турпоход, не знаю, кто-то может там, понимаешь, там очень много неподготовленных людей. И вот ты вначале задал, да, вопрос. Я, понимаешь, я понимал, что мне будет, пусть это не вызвало такого эффекта, больше я говорю, я эгоист это делал для себя. И опять тем же, кому это нужно, те услышали, увидели, узнали. Идея жива. Мгм. Ну, я сама не хочу поговорить. Вот сейчас, знаешь, мне вот эти фанатики очень сильно вот в свое время задели. Те, которые, не давая здравую оценку там поступкам, действиям, в прошлом году, да, то есть это они фанатели, да, от каждого вздоха, они слепили сами себе идола, кумира, икону, можно сказать, да, а теперь после крайних событий, да, с таким же рвением мажут его дерьмом. Да, я тоже не понимал этого. Я никогда с такими людьми дел стараюсь не иметь. Фанатики, им без разницы, от чего фанатить. Пройдет время, я всем говорю, у нас, к сожалению, так вот у людей, что времени нужно много на обдумывание, там, возможно, там сотня лет пройдет. И только тогда, возможно, дадут здравую оценку шаману как личности. А Мгм. сейчас я просто делю веху вот нашей летописи нашего государства, страны до шамана и после. Это вот прямо рубеж. Вот это 19-20 год. Человечество на грани колоссального перелома, ты это должен понимать. Это цикличность. Мгм. Земля от нас устала. И вот время. Вчера, да, я тебе рассказывал, да, о своем таком фильме, который меня в свое время потряс. Ну, это давно уже Да. пересматривал. Мгм. Я свою таблетку выбрал. Сейчас у человечества красную или синюю. Вот так. Ну, точно так же, как вот летопись Виктор Алексеевич же не выражает своего мнения по даже негативным персонажам. Они есть. Этого из песни слов не выкинешь. А свое личное мнение он оставляет в себе. Мгм. И то, как он повествует, пишет, это не говорит о том, что он такого мнения. Эти люди, а грязи ее достаточно, неужели ее? Ну, я говорю, что даже вот я шел, я негатив там старался, этих полицейских там же было вообще весело, то есть там в район заходишь, да, по Иркутской области, сначала эшники там приехали, отметились, потом спустили там полицейских там, ТЭПСов, там были все, скорая, у нас же как бы то, что сейчас происходит Ну вот да, да. здесь, у нас это было уже весной. Вот этот карантин, Да, да. мер, там вообще была жесть, то есть там города, там просто мертво было все. Просто мертво. Я когда вышел там, в день, если даже 50 фур проедет, это вообще было замечательно. Ну ладно. Слушай, а я еще вспомнил персонажей, вот тоже забыл спросить сначала, там тоже. Помнишь, Добряк был очень хороший парень такой в отряде. Рома, Вот, да, да. И еще. он, кстати, где-то, он же Москва под Москвой, он оттуда. Как Логин. Вот, и из Иванова еще Витязь, который вот. Дима, да, тоже вот. Дима, супруга Саша. Вот, и у него канал был, но он не ведет ролики, не выкладывает. У меня есть, ну мы как бы, я не контактирую, но там они, по-моему, прибавление в семействе, как бы я. Ага, ну я, может быть, найду как бы возможность, повод все-таки найти их, созвониться со всеми. Номер у меня конкретно Витязя у меня есть. Ну вот, да. Я могу тебе его скинуть.
Да, потом, может быть, вот и скинешь там завтра, сегодня, может быть. Слушай, а вот еще инженер был, вот LA очень хорошо Это отзывался. Саша инженер, Саша, это тебе, да. Виктору Алексеевичу. Я, Ага. к сожалению, с ним мало разговаривал, с этим человеком. Очень умный человек. Очень умный, скромный. да, мне тоже вот LA сказал, что хороший человек, умный. Да, Илей, кстати, тоже куда-то пропал, так Да, периодически мы хоть что-то друг другу писали. пропал, но... Ну, Ну в ладно. деревне, так я понимаю, там на родине, дома в Якутии. Ну да, он там ездил по местностям таким Хороших лесным. людей очень много, Никит, было, понимаешь? Ну, Да, с- все с какими-то, у кого-то такая идея, такое, но вот эта энергия, это в основном хороших людей очень много было. Мгм. Так что, все, Виктор Алексеевич, мне вот вчера мы разговаривали, там есть девушка Даша Свободный поэт, у тебя я в комментариях. Да. как-то она Да, мы привет дружим с ней передает. тоже, да. Таким образом хочу ее поблагодарить. Привет, да. Она ведет свой канал, там может кто-то у кого-то желание возникнет. Да, в описании укажу тоже канал Да. Даши еще раз. А что в людях тебя больше всего раздражает или бесит, вот когда ты прям реально злиться у меня начинаешь? раздражение, то есть его много, но большинство непонимания людей момента. То есть жизнь коротка. Это не говорит о том, что нужно там во все тяжкие, а ценить момент, ценить время, ценить помощь других людей, Мгм. ценить жизнь. Мгм. Ну вот отличное напутствие. Начинать о чем-то разговаривать, Совет. видишь, ну, я неким образом занят. То есть, ну, мне суть нужна, она обычно формулируется в короткой фразе. А когда начинают в воду идти, вот это меня раздражает. Мгм. Ну ясно. Раздражает, что когда люди считают одних глупее себя, пытаются такими, причем, знаешь, такими методами как-то обмануть и тянуть во что-то. Это крайне раздражает. То есть, вознося свои умственные способности другим человеком. Я говорю, мы все разные, мы разные умственные, с разными умственными способностями, разными физическими способностями. Но мы одно общество, у нас одна разных родов, разного цвета кожи, разного разреза глаз. У нас одна общая планета Земля. Коли мы уже жили на ней, значит, наши предки как-то сосуществовали. И мы можем достичь этого. Это просто все. Я не люблю корень слова сложно. Там корень ложь. А простоты люди боятся. Для них простота, она же хуже воровства. Ее боятся. Потому что простое все, оно на поверхности, как правило. Мгм. Ну да. А усложняют и плетут какие-то хитросплетения в свете. Это опять же управленцы, те, кто пытается управлять нашим сознанием, запутать человека и по ложному пути вести. Вот и все. Человечество вообще, я говорил об этом, 10 заповедей достаточно, независимо там от какой религии. И все. 10 заповедей. И за глаза жить. Просто жить, существовать, как вот Сашка, я повторял неоднократно эту заповедь, как он от своего лица не убить, да, то есть он как интерпретировал. Не будет нападения, не будет обороны, не будет Ну да. убийства, Ну даже да. невольно. Это же просто. Да, элементарно согласен. Не нападай, все. Это та же самая заповедь, не убить, не стяжай, то есть, ну, мамону поклоняться. Ну, что я буду говорить об этом? Мгм. А Сашка, он уже в веках, так что я говорю, что, к сожалению, а здесь вот это сейчас идет оценка, там тряска, я абстрагировался абсолютно от этого, отдалился, мне это не интересно, совсем уже ни с какого ракурса. Вот Рашида я поддерживаю, да, он высказал свое мнение по поводу, ну, ты помнишь, о чем я не буду возвращаться к этому. Понятно. Слушай, а Новый год, что, нету планов на Новый год, где отмечать будешь, не Новый знаешь? год я обещал сыну, так что... К Новому году все-таки доберешься до дома, да? К нему как бы отношусь не очень, но это детский праздник, и он, да, я обязан быть дома. Я Хорошо. обещал, я... Ну ладно. Опять же, вот хочу о чем поговорить. Вот все эти, так скажем, гуру там какие-то
люди, владеющие там какими-то там потусторонними. Ну ты понял, о чем я, в общем. А это же эгоисты, по большому-то счету. Да, да я и сам эгоист. Это Чё? эгоисты. Потому что это люди, такие люди высшего порядка, просветленные, такие как Христос, да, не к нему шли, он шел к людям. А эти новые просветленные там всяческие гуру, да, вы типа ко мне придите, я вам расскажу. Нужно идти к людям, тем самым помочь им спасаться, спастись. А не так. Я вот сижу здесь такой красивый, кудрявый парень там, умный, а вы идите ко мне. Угу. В том-то и смысл движения. Движение. Это, во-первых, время, процесс сознания. Да все у нас хорошо будет. Почему я пришел к шаману? Идет простой человек из глубинки, так скажем, да, из моих таких северных широт. Он никуда не денется. Вот оно. Он идет, и я иду с ним. И при каком-то кипише, да, он никуда не денется. Он не отвалит в угол, как все вот эти вожаки. Угу. Они же всегда есть отходной маневр. А это свой человек. Вот он. Он такой же. Соблюдение правил в толпе, жизнь каждого на волоске. Шаг влево, шаг вправо и все, и не спасет уже ничего. Не запугать нас и не сломать, мы будем правила жизни менять. Нас вперед вести будет мечта и вера, вот такие дела. Нас вперед вести будет мечта и вера, вот такие